День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день Победы. Мы желаем молодым людям теперь быть стойкими, сильными и в труде, и в спорте. И если их призовут в армию, пусть идут в армию, служат, отдают свой долг Отечеству. И мы уверены в том, что если что-то и случится с Россией, они сумеют всегда вовремя защитить ее и отстоять, как отстаивали свободу российскую ихние деды, отцы, братья, сестры. Сколько вам было лет, когда началась война? Петр Николаевич. Так, 26-е 4 года, 41-й 7 классов кончили, 15 лет. 15 лет было. Во сколько лет вы пошли на фронт? 43 октября, сколько будет? 27? 15? 17 неполный. 17 лет. 17 неполный. Февраля, 7 февраля 46 году, 26 году родился, а в 44 году, 7 февраля, наверное, 17 будет. В каких войсках вы служили? Вот тут читаю. Военный билет. Вот там все видно будет. Ну, сами почитайте, давайте. Очки оденьте, пожалуйста. Мелко написано, не прочитать. Нет. Это тут это не тоже, это 43-го. В каких войсках служили? там другие хоть как служил, не показывают. Нет. Угу. В октябре 43 году призваны в армию, а в декабре 44 году принят присягу, военную присягу. 541 стрелковый полк. Тогда было Стрелковый полк пехота? пехота. Ну, стрелковый Пехота полк. считается там артиллерские это, батареи, батальоны, там станки, пулеметчики есть. Я стрелковый в роте уж рядовым красноармейцем был. Сперва минометный взвод был. У нас минометный взвод маленький, это миномет был 50-миллиметровый. Командир отделения, командир взвода, 2 бойца было. Потом перед войной в Японии эти минометы убрали, стрелковую роту распределили всех. Потом еще мы войну не знали, что война будет. До этого еще занимались там, это шоссейную дорогу строили до границы Японии. По границам еще траншерили, тактические занятия, военные танками, самоходками, как бороться надо. Из автомата стрелять, винтовки стрелять, гранаты F1, РГ-2, 42 было.
Их всех наизусть изучали. Какое самое яркое впечатление того времени? Самое яркое впечатление войны. Какое у вас? Самое впечатление перед началом войны нас весь полк на боевое, это снаряжение, поднимали по тревоге. Полк, в стрелковом полке 3 батальона был. Они все стрелковые считаются. В полку артиллерийский взвод был, полк, связисты были, а мы стрелки были. Когда у нас сперва было винтовки, трехлинейка, мы изучали это, как 5 пальцев наизусть изучали. А перед войной, я понял, выдавали это автоматы ППШ. Из роты сперва это автоматы изучали там несколько дней. Потом сказали, кто хорошо заряжает автомат, и диск насадит, ему автомат будет. Из роты мы 6 человек только это взяли автомат, остальные все винтовки были. А так я понял, не началось, с автоматом начали воевать. А когда по тревогу подняли, весь полк на границу, вы не знаете, в Манчжурии тогда было. Манчжурия оккупирована была японцами, Корея, Южный Сахалин, Курильские острова, все японские территории были тогда. Вот тогда это Япония почему воевали? Когда на Западе война шла, после окончания войны, Потсдамские конференции были 4 стран. Там американцы просили Сталина разгромить Японию на Дальнем Востоке. А помогать мы помогали на Западе, и вы будете помогать на Дальнем Востоке. Вот когда у нас тогда 3 фронта называли. Первый Дальневосточный фронт, наша это было. Потом второй монгольский, 3 фронта был тогда. Мы как раз в первом фронте были. Вот когда по тревоге все подняли, снаряжение, весь маршрут НЗ на 3 дня все заложили там. По 2 штуки гранаты, все на ремень надето. Винтовка, автомат, на автомате диск, запасной диск, еще на ремне. Запасные патроны, запасные гранаты еще в мешке были. Все одето на границу. Вот там. Следующий вопрос уже. Поддерживаете ли вы отношения со своими фронтовыми друзьями? Поддерживаете ли у вас? Встречаетесь со своими однополчанами? Однополчанами мы встречались, которые в Батыреве служили, были живые. Гайнулин. Гайнулин, знаете его? Принципом заместитель, он директором школы был. Потом Райфа Рано директора. Потом в второй школе директором был. Мы всегда вместе вращались, на параде вместе бывали. Потом еще со мной были батыровские директор школы бывший Янелин. Дмитрий Николаевич. Он тоже вместе с нами были. Юхме Яковлев Витя был тоже. Вот с ними всегда мы на параде встречались. Когда были, сидели. В столовой, когда видят, там вместе сидели. Ну, остальные там старшие товарищи были тоже, пока они живые, все вместе были. И всех в Батырове лет 15-20 лет, наверное, на парад выходили.
12 человек. Все взрослые, в том числе мы вместе. Их я всех наизусть знал, где, в каком улице, где, в какой дом живут они. А я здесь жил, а про меня они не знают, только знают, что знаком я. Пожарной работаю. Где я жил, не знаю. Зачем им? Дальше следующее. Как вы относитесь к современной молодежи? Вот, Валентина Николаевна, пожалуйста, как вы относитесь к современной молодежи? Как вы относитесь к современной молодежи? Как вы относитесь? Очень хорошо. С удовольствием, с уважением. Люди всяко говорят, а я вот сколько встречала молодежь у нас грамотная, хорошая. И я знаю, я спокойна. Если даже придется что-то им, я знаю, что они свою Россию отстоят. Мне не страшно. Хорошо. Дальше. Еще. Я с уважением к ним отношусь. Следующее. Что для вас значит День Победы? Честь и хвала, вот как победа это. Долгожданная, наверное, да? Ведь давно ждали этой победы, да? Что для вас она значит? Так. Еще дальше. Валентина Николаевна, для вас что значит День День Победы? Победы для нас радость, чтобы отстояли наши отцы и деды, что мы живем свободно. День Победы вместе выходим, Со слезами на глазах. Да, со слезами на глазах. слушаем, как празднуют там. Это очень большой праздник для всего российского народа. Это Я еще самый расскажу, большой праздник. это, когда Селиванов Рудольф Васильевич заместителем работал, тогда начали парад Победы делать еще при Абдулкине. При Абдулкине тогда это парад не был, там около сельсовета, там переулки были. Вот туда мы ходили. Тогда Абдулкин сначала был, там фотографировались. Потом уж сюда Абдулкин достроил эту День Победы. Это, парад. Чернов, наверное, да? Чернов застроил. Он 10 лет работал, кажется. Это курс есть? Дальше. Вот Абдулкин тогда достроил весь. После этого уж начали парад там проводить. Вот тогда это было. Абдулкин был. Потом после Абдулкина еще это Чернов был, наверное, да? Зачем было? тебе? Самарин, Самаркин какой-то работал. Самакин. Туруновский. Да, Самакин. Поработал. Да, Самакин. Потом это еще Сукутский временно этот. Кто это? Как бы это толстый. Заместитель День был. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день Победы.